Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня в России отмечают День Победы. И прямо сейчас в столице нашей страны, в Москве, на Красной площади начнется главное действие этого праздника – Парад Победы. 13 тысяч военнослужащих, а также военная техника и авиация. Все это будет представлено, и наш телеканал предлагает вашему вниманию прямую трансляцию. Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Накра! Музыку песни Александрова «Священная война» военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сержант Антон Михайлов и младший сержант Алексей Факеев вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Возглавляют знаменные группы майор Максим Малахов и капитан Алексей Рукленко.
Парад! Смирно! Для встречи слева! Накра! Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Солюков. Министр обороны начинает объезд парадных расчетов войск для приветствия военнослужащих. Первыми генерал армии Шойгу поздравит военнослужащих сухопутных войск. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! В военном параде на Красной площади принимают участие более 13 тысяч военнослужащих. Военная техника и летательные аппараты всех видов и родов войск вооруженных сил Российской Федерации, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! В последние годы мастерство и профессионализм военнослужащих российских воздушно-космических сил несравнимо возросли. Подтверждением являются высокие показатели в ходе несения боевого дежурства и выполнения мероприятий боевой подготовки. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! В
За последний год на вооружение российской армии поступило более 3500 единиц вооружения и военной техники. Среди них более 400 танков и БМП, 100 самолетов и вертолетов, 19 боевых кораблей и судов обеспечения, а также ряд перспективных образцов вооружения, не имеющих аналогов в мире. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Военнослужащие вооруженных сил России продолжают повышать боевую и специальную подготовку. Ежедневно совершенствуют свое мастерство в деле освоения новых образцов вооружений и военной техники. Тем самым демонстрируют всему миру готовность встать на защиту своего народа и целостности государства. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Западного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, железнодорожных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, военнослужащих парадных расчетов Национальной гвардии, МЧС и ФСБ России, а также самых юных участников парада – суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона к Параду Победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны. Праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти. 73 года назад закончилась Великая Отечественная война. Нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь.
защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму. Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами. Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, не проводила под огнем агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу, сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе, трудились героически. И женщины, и дети ради Родины, ради победы. Ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны. Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов. От рядового до маршала они боролись в стужу и зной, на больших и малых плацдармах. Каждый рубеж был частью Отечества, и потому каждый был самым главным. Наши войска одержали грандиозные победы в решающих битвах за Москву и Сталинград, в сражениях под Курском и на Днепре, прорвали блокаду Ленинграда, освободили европейские столицы, решающим штурмом взяли Берлин. И все это было неважно в то время, откуда кто родом, какой национальности или веры, в каком краю или республике огромной страны жил до войны, призывался на фронт или уходил добровольцем. У всех была одна родина. Все боролись, сколько хватало сил. До последнего патрона, до последней капли крови. 9 мая объединяет все поколения истории мужества. У каждой семьи свои родные герои. Они живут в наших сердцах. Они вместе с нами в рядах бессмертного полка. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания. Дорогие друзья, в июне 41-го война вошла в каждый дом, разлучила любимых, многих навсегда, осиротила, обездолила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы
испепелила города и села. Война всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии 2 мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьезность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете. Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. О ней говорят сейчас наши сердца. В честь ваших заслуг перед Отечеством пройдет военный парад. Опыт вашей жизни, опаленный войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведем. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение победителей. Они пройдут торжественным маршем по главной площади страны. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции. Будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваши напутствия будут укреплять нас на этом пути. С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо, на плечо. Равнение направо. Шагом марш! Возглавляет военный парад
генерал-полковник Олег Солюков. Торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Проходят знаменные группы Знамени Победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России. Знаменную группу сопровождает рота почетного караула в составе взводов 3 видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. На Красной площади самые юные участники парада. Проходит рота Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. Десятки тысяч выпускников с благодарностью вспоминают годы, проведенные в стенах училища и воспитавшие в них высокое чувство офицерской чести, доблести и отваги. На Красной площади воспитанники старейшего Суворовского военного училища Тверского. За 75 лет своего существования более 16 тысяч мальчишек носили на плечах алые погоны, с гордостью называя себя «Я суворовец». Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет Севастопольского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Попов. Юным нахимовцам предстоит продолжать героическую историю российского флота, заложенную прославленными адмиралами Ушаковым, Лазаревым, Корниловым и Стоминым. Впервые на Красной площади кадеты Московского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник училища полковник Николай Перепеча. На Красной площади парадный расчет созданного по инициативе Министерства обороны России военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Возглавляет парадный строй начальник главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков. Сегодня юнармейское движение охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России открывают прохождение служители общевойсковой, ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознаменной ордена Суворова Академии Вооруженных сил Российской Федерации, отмечающий в этом году свой вековой юбилей. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Выпускники Академии всегда занимали ключевые посты в вооруженных силах. Так, в годы войны 24 выпускника Академии командовали фронтами и 83 армиями. Более 2000 выпускников прославленного учебного заведения стали героями Советского Союза и Российской Федерации.
Проходит парадный расчет краснознаменного, орденов Ленина, Октябрьской революции и Красной звезды Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Университет является единственным в стране высшим военно-гуманитарным образовательным и научным центром по подготовке офицерских кадров. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-майор Игорь Мишуткин. Впервые по брусчатке Красной площади проходят парадные расчеты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. В годы войны за мужество и отвагу 57 воинов-зенитчиков были удостоены звания Героев Советского Союза. Сегодня в стенах академии осуществляется обучение офицеров противовоздушной обороны для сухопутных войск, ВДВ, военно-морского флота на все типы современных зенитных ракетных комплексов. Торжественным маршем по Красной площади проходит ордена Ленина Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров. Свои знания выпускники уверенно и грамотно применяют на практике в ходе занятий по боевой подготовке, учений, а также при выполнении специальных и гуманитарных задач. Мимо трибун проходит полк воздушно-космических сил России. Открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушные, ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознаменные, ордена Кутузова Академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зебров. Из стен академии вышли десятки тысяч летчиков, штурманов, офицеров боевого управления авиации, инженеров авиационных служб, военных метеорологов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Сотни выпускников Академии в различные годы стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Красной площади парадный расчет краснознаменной военно-космической академии имени Можайского, одного из старейших военно-учебных заведений России. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Академия готовит офицерские и инженерные кадры для вооруженных сил и других силовых ведомств. Последние 50 лет Академия является главной кузницей военных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его представляет военно-морская орденов Ленина, Октябрьской революции и Ушакова, Академии имени адмирала Кузнецова, в составе курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова и военно-морского политехнического института. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Вячеслав Сытник. В парадном строю будущие морские офицеры и инженеры ВМФ России. На Красной площади курсанты, севастопольцы Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды, училище имени Нахимова. Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Училище является кузницей флотоводцев. Более 200 выпускников стали адмиралами. Сегодня выпускники училища командуют 3 флотами и Каспийской флотилией. В
парадном строю морские пехотинцы 336-й, отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Лазуткин. 7 героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписаны в историю бригады. На Красной площади 61-я отдельная Киркинесская краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота. Во главе парадного расчета полковник Кирилл Никулин. В этом году прославленное соединение отмечает 75-летний юбилей. В ее рядах выросло 10 героев Российской Федерации. Со времен Великой Отечественной войны девиз морской пехоты «Там, где мы, там победа». На Красной площади парадные расчеты женщин военнослужащих. В строю курсанты военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, военной академии связи имени Буденного и военно-космической академии имени Можайского. Возглавляют парадные расчеты полковник Олеся Бука и майор Екатерина Рякова. Выпускницы учебных заведений проходят службу военными переводчиками, специалистами связи, тыла, информатизации и телекоммуникации. На Красной площади полк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Возглавляет парадные расчеты начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер и начальник филиала полковник Андрей Морозов. На знамени академии ордена Ленина, Октябрьской революции и Суворова. В стенах академии готовятся офицерские кадры, способные эксплуатировать все типы самых современных и передовых ракетных комплексов мобильного и стационарного базирования, включая Ярс и Сармат. Сегодня военная академия ракетных войск стратегического назначения является самым современным и высокотехнологичным военно-учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. На Красной площади полк воздушно-десантных войск, курсантов Рязанского высшего ордена Суворова, дважды краснознаменного, воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова возглавляет генерал-майор Алексей Рогозин. Впервые в новейшей истории России учебному заведению за проявленные его выпускниками героизм, самоотверженность и мужество присвоено почетное наименование «Гвардейское». В этом году училище отмечает свой 100-летний юбилей. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. Во главе парадного строя командир полка, герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов. Сегодня гвардейцы-десантники с честью и достоинством выполняют специальные и миротворческие задачи, по итогам которых полку присвоено почетное наименование «Ударный». Впервые в параде на Красной площади принимает участие парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгирев. Сегодня личный состав военной полиции успешно выполняет специальные задачи по обеспечению безопасности мирных граждан и соблюдению правопорядка в городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики. На главной площади страны парадный расчет военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. В этом году
войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают столетие со дня своего образования. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. И в годы войны, и в годы строительства БАМа воины-железнодорожники всегда самоотверженно выполняли поставленные государством задачи. Сегодня железнодорожные войска продолжают вносить весомый вклад в развитие транспортной системы России. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет МЧС России, который возглавляет начальник Академии гражданской защиты генерал-майор Виктор Панченков. Ежедневно подразделение МЧС находится на боевом дежурстве, успешно выполняя спасательные операции в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на территории России, но и за ее пределами. На Красной площади парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Командует парадным расчетом генерал-майор Дмитрий Черепанов. В годы войны личный состав дивизии доблестно защищал Москву и Кавказ. Девиз Росгвардии и легендарного соединения «Всегда на страже». Впервые на главной площади страны парадный расчет Саратовского военного института войск Национальной гвардии. Во главе колонны начальник института генерал-майор Сергей Мухаед. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров институт удостоен орденов Жукова и Красного Знамени. На Красной площади парадный расчет Московского краснознаменного ордена Октябрьской революции Пограничного института ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. В год столетия пограничной охраны нынешнее поколение воинов-пограничников, продолжая славные традиции, надежно прикрывает рубежи Отечества. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины Московского гарнизона. Мимо трибун проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции, краснознаменные ордена Суворова дивизии во главе с полковником Евгением Никитиным. За проявленный героизм, самоотверженность и боевые подвиги дивизии в числе первых удостоена высокого звания гвардейская. В рядах гвардейцев сражались более 40 героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. На Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Парадный расчет возглавляет полковник Олег Верхогляд. За годы войны 57 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. На боевых знаменах частей прославленного соединения 23 боевых ордена. Сегодня военнослужащие дивизии продолжают высоко нести традиции ветеранов войны, ежедневно подтверждая высокое звание гвардеец. На марше парадный расчет 27-й
отдельной гвардейской краснознаменной мотострелковой бригады во главе с командиром бригады подполковником Александром Проценко. Ровно 74 года назад личный состав бригады вместе с другими частями штурмом овладели Сапун-горой и освободили город Севастополь. За мужество и героизм, проявленные в боях, бригаде было присвоено почетное наименование «Севастопольская». Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Командует парадным расчетом Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменного училища генерал-майор Александр Новкин. Из стен училища вышло более 700 генералов и маршалов. Более 100 выпускников училища носят высокое звание Героев Советского Союза, социалистического труда и Российской Федерации. В памяти народа навсегда останется подвиг кремлевцев в битве под Москвой, своей жизнью задержавших наступление гитлеровских частей. Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает тысячетрубный военный оркестр Московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина. Во время парада военные музыканты исполняют более 40 военных маршей и музыкальных произведений, выстроенных в строго определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. Современная боевая техника представлена гвардейскими соединениями и частями, отличившимися в годы Великой Отечественной войны. Открывает прохождение символ победы – танк Т-34 под командованием капитана Дмитрия Боженко в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны. Колонну современной техники вооруженных сил Российской Федерации возглавляют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун 4х4» и «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», противотанковым комплексом «Корнет». Возглавляет колонну капитан Денис Иванищев. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности «Тайфун-К» и «Тигр-М» военной полиции Министерства обороны России. Во главе парадного расчета капитан Сергей Шушин. В ходе выполнения специальных задач бронеавтомобили подтвердили свои высокие эксплуатационные характеристики. На Красной площади колонна боевых машин пехоты, предназначенных для огневой поддержки мотострелковых подразделений. Возглавляет колонну майор Игорь Матвеев. В составе парадного расчета 27-й гвардейской Севастопольской краснознаменной бригады новое поколение тяжелых БМП «Курганец-25» и основная боевая машина пехоты БМП-3. Красной
площади проходит парадный расчет первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Возглавляет танковую колонну майор Олег Мамонтов. В составе колонны современное поколение российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата», основной боевой танк Т-72Б3 и машина поддержки танков «Терминатор». По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет 106-й, гвардейской, воздушно-десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Парадный расчет возглавляет майор Александр Мещеряков. Возможность десантирования боевых машин, в том числе с экипажем, позволяет крылатой пехоте стремительно выполнять поставленные задачи глубоко в тылу противника. Артиллерию сухопутных войск представляет колонна 147-го Симферопольского краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка в составе новейшего межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция СВ» из 152 миллиметровых самоходных гаубиц 100С. Колонну артиллеристов ведет подполковник Михаил Комогоров. Единая система управления огнем позволяет артиллерийским комплексам наносить огневой удар с предельной точностью на максимальную дальность. На Красной площади дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады. На знамени соединения 7 боевых орденов. В составе колонны дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Во главе парадного расчета подполковник Николай Извольцев. Уникальные технические возможности позволяют использовать системы для нанесения неотвратимых, высокоточных и сокрушительных по мощи огневых ударов. На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск, представленные боевыми машинами БУК-М2 и ТОР-М2 538-го гвардейского зенитного ракетного Тарнопольского ордена Александра Невского полка. Возглавляет колонну майор Михаил Должиков. Последнее поколение зенитных ракетных комплексов позволяет отражать любые массированные удары средств воздушного нападения и надежно защищать танкистов на марше и на поле боя. На Красной площади колонна техники, стоящая на вооружении частей противовоздушной обороны арктической зоны Российской Федерации. Ее основу составляют зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2ДТ на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости и снегоходы ТТМ. Во главе парадного расчета подполковник Ринат Шайнуров. Парадный расчет воздушно-космических сил России представляет подразделение 799-го зенитного ракетного полка. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет майор Дмитрий Кузьмин. ЗРК «Панцирь-С», созданный Тульским конструкторским бюро приборостроения, успешно показал себя при воздушной охране важных стратегических объектов и воинских колонн. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного краснознаменного полка под руководством майора Андрея Чепенко. Боевые характеристики комплекса С-400 остаются непревзойденными среди систем противовоздушной обороны.
Комплекс «Триумф» способен поражать не только все средства воздушно-космического нападения, стоящие на вооружении потенциального противника, но и перспективные разработки. На Красной площади впервые представлены робототехнические комплексы дистанционного разминирования «Уран-6» и огневой поддержки «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Катран» и «Корсар». Возглавляет парадный расчет майор Александр Коротков. Представленные комплексы успешно прошли войсковые испытания. Впервые в параде Победы принимает участие механизированная колонна Росгвардии. Специальная техника отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского представлена бронированными автомобилями «Тигр», «Патруль» и «Урал». Возглавляет колонну капитан Борис Апанасенко. Автомобили предназначены для выполнения задач подразделениями сил специального назначения в любых климатических условиях. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения в сопровождении подразделений охраны на автомобилях «Тигр» и УАЗ-Патриот. Командует парадным расчетом подполковник Сергей Плеханов. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесная боевая машина пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят современные летательные аппараты воздушно-космических сил России. Открывает воздушный парад вертолет Ми-26, способный поднимать в воздух до 20 тонн груза в сопровождении 4 многоцелевых вертолетов Ми-8. Ведущий группы майор Сергей Суслов. Группа пролетает со скоростью 200 км в час на высоте 150 метров. Армейскую авиацию представляет пилотажная группа «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы подполковник Эдуард Казач. В небе ударные вертолеты К-52 «Аллигатор». Ведущий группы полковник Василий Клещенко. Ударно-боевые вертолеты российской армии представлены модернизированными Ми-24П. Ведущий группы подполковник Сергей Бисеров. В небе Москвы самолеты воздушно-космических сил России. Высота полета от 300 до 500 метров, скорость 500 км в час. Пролетает группа в составе стратегического ракетоносца Ту-160 и 4 дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Ведущий группы подполковник Павел Бурдаков. В воздухе группа из 3 модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Ведущий группы подполковник Сергей Волошин. В
небе 3 турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС, ведущий группы подполковник Сергей Ильин. Умение проводить дозаправку в воздухе позволяет стратегическим ракетоносцам выполнять поставленные задачи за 1000 километров от аэродромов базирования. За штурвалами самолетов майор Сергей Горобченко и подполковник Андрей Никулин. В небе 4 легких истребителей МиГ-29 СМТ, ведущий группы полковник Александр Козиев. Следующий строй представлен 4 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, ведущий группы подполковник Денис Зинченко. В небе группа сверхзвуковых истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31, ведущий группы майор Юрий Ковалев. Пролетает строй из истребителей-бомбардировщиков Су-34, ведущий группы майор Дмитрий Апарин. В небе многофункциональные малозаметные истребители 5-го поколения Су-57, обладающие сверхманевренностью на больших перегрузках. Ведущий группы летчик-испытатель Тарас Арцебарский. В боевом порядке тактическое крыло в составе бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30 и Су-35С. Ведущий группы подполковник Герман Анахов. В небе гордость российской авиации. Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» в составе самолетов Су-30СМ и МиГ-29 СМТ. Ведущий группы полковник Андрей Алексеев. Шестерка штурмовиков Су-25 рассвечивает небо над Москвой российским триколором. Ведущий группы полковник Александр Котов. Впервые в небе над Москвой пара модернизированных МиГ-31К, оснащенных новейшим гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Ведущий группы полковник Сергей Осадчий. Завершает парад совместное выступление военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова и музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона.
духу марша «Прощание славянки» военнослужащие покидают Красную площадь. Парад Победы завершен. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Да здравствует 73-я годовщина Великой Победы! Ура! Вот буквально только что завершился главный парад Победы на Красной площади в Москве. Ну а мы переносимся обратно в Якутию. Праздничные мероприятия проходят во всем регионе, и подробнее о них расскажем прямо сейчас. В столице региона уже прошедшие праздничные мероприятия посетили более 45 тысяч жителей. На площади Победы в Якутске в честь праздника прошел торжественный митинг. В нем приняли участие горожане и гости столицы, силы МВД, пожарных частей и иных структур. Вместе с полками и жителями Якутии торжественным шествием и залпом они отдали дань уважения городам-героям. Минутой молчания почтили память павших и погибших в годы войны. Продолжила процессию возложения цветов и поздравительные речи первых лиц республики и города Якутска. За годы войны высоких боевых наград были удостоены тысячи якутян. 25 воинов якутян стали героями Советского Союза. 5 полными кавалерами Ордена Славы. К сожалению, далеко не все вернулись с войны. Почти 38 тысяч якутян погибли в боях или пропали без вести. Около 60 тысяч жителей Якутии, включая детей, умерли в тылу. Особые слова благодарности и признательности адресую присутствующим здесь ветеранам и труженикам тыла. Вы пример того, как беззаветно нужно любить свою родную страну, родной край, как важно быть сплоченными и ответственными, стойкими и храбрыми. Знайте, что молодежь помнит о ваших заслугах и благодарит вас. Да здравствует 9 мая! Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы! Олу күйекөнер урой! Олу Россияға ихал! Тірәбіт сақабыт сөрі тұрғырдың! Ура! Сразу после этого бессмертный полк прошел маршем по Якутску. В этом году уже в 6-й раз десятки тысяч потомков советских солдат шествовали с площади Ленина до площади Победы. Жители столицы вышли на улицы с портретами своих родственников-фронтовиков, ветеранов армии и флота, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников и детей войны. Колонна растянулась почти на 2 километра, а за каждым портретом скрыта своя семейная история. Мой отец воевал, значит, прошел финскую войну, с финнами воевал, потом отечественную и японскую. Был раненый. А это мой дедушка. Бабушка по маме, дедушка по папе. Бабушка прошла всю войну, ушла добровольцем на фронт 17 лет. Дошла до Берлина, имеет звезду, орден Красной Звезды, медаль за взятие Берлина. У дедушки тоже. Ура! С Днем Победы! Всех с праздником! Бессмертный полк сегодня прошел и по улицам Мирного. Акция также собрала огромное количество участников. Они пронесли портреты своих родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. А началось утро в алмазной столице с торжественного митинга и церемонии возложения цветов. Мой прапрадед, он был ранен 6 раз в звании ефрейтор.
Родился в 1909 году, погиб в 1982 году. Пошел на войну в 1941 году, ушел с войны в 1946 году. Участник Великой Отечественной войны и Японской войны. Они отстояли эту родину, и мы должны их помнить, их подвиги. Мы вышли на акцию «Бессмертный полк», чтобы наша память всегда была о наших дедах, которые нам подарили вот эту свободу, вот эту победу, мирное небо. Хотелось бы пожелать, чтобы не было войны, чтобы наши дети, наши потомки жили в мире и здоровье. О том, как 73-ю годовщину Великой Победы отметили в Нерюнгри, расскажут наши корреспонденты. Началось празднование Дня Победы в Южной Якутии с шествия Бессмертного полка. Акция, как и всегда, собрала огромную колонну нерюнгринцев, несущих личную память о своих близких ветеранов армии и флота, партизанах, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Тысячи участников вышли на нее с детьми. Шествие прошло по центральным улицам города. 73 года с тех пор, как наша страна победила фашизм и подарила всем мир и спокойствие. И этот праздник всем так же дорог, признаются нерюнгринцы. Непередаваемые эмоции, очень горд за свою страну, за людей, которые помнят, которые, скажем так, это все не испускают, которые не дают забыть своим детям. Эмоции хорошие. Мурашки похожи. Да. Аж от... Дали нам жизнь, свободу и независимость. Наши защитники, отцы, дедушки. Празднование Великого Дня Победы в самом разгаре. Буквально несколько минут назад закончилось шествие Бессмертного полка. И теперь организаторы приглашают всех желающих отведать солдатской каши на полевой кухне. А также все желающие могут вписать имена своих предков, дедов, воевавших в Великой Отечественной войне, на стене памяти. 9 мая мы вспоминаем тех, кто в тяжелые дни войны бился до последнего патрона. И тех, кто на трудовом фронте, не жалея сил, помогали ковать победу. В Нерюнгринском районе на сегодняшний день осталось всего 7 ветеранов Великой Отечественной войны и менее 200 участников войны тружеников тыла, вдов погибших защитников Отечества, узников фашистских концлагерей. На большом праздничном концерте «Победа одна на всех» зал стоя аплодисментами встречал ветеранов, выражая слова бесконечной благодарности за великий подвиг, мужество и стойкость в военные годы. Как нас встречали, там все угощали, там встречали все школьники, вот, иду и по бокам, и тут стоят, тут поздравляем, я говорю, я тихонько уж с палочкой лезу, мы ж 8-10, 9 лет будете уже, 80, сила уж такого нету. Я только говорю, наступай, говорю, спасибо, спасибо, спасибо. Сегодня, конечно, очень такой замечательный, высокий праздник. Мы очень рады. Сделано все хорошо. Внимание проявлено по отношению к нам. Дай Бог, чтобы оно и дальше было так. Народное гуляние на площади Ленина продолжается. В 22 часа нерюнгринцев ждет праздничный салют. Сергей Козюра, Екатерина Павлова, Нерюнгри. У меня к этому часу все. Оставайтесь с нами.